1263 году 13 января произошло сражение на берегу реки Терек между войсками золотоордынского хана и хулагидов Ильханов. Монгольская империя ненадолго пережила своих основателей и быстро распалась на независимые друг от друга владения, которые затем немедленно вступали в борьбу за пограничные земли. Так Золотая Орда и хулагидский Иран Ильханат уже через 20 лет после завоевания империи Кавказа открывают масштабную войну. С 1262 по 1263 год Северный Кавказ становится ареной междоусобных войн монголов. Как известно, в условиях военного времени монголы проводили всеобщую мобилизацию, в том числе и среди покоренных народов. Воинская повинность являлась обязательной. Так хулагиды временно мобилизовывали в Грузии в необходимых случаях до 20% мужского населения. Наверное, подобный подход имел место и в Золотой Орде, широко привлекавший русских, кипчаков, алан, черкесов, лезгов и других горцев в свои войска. Основные военные действия между жучидами и хулагидами развернулись, по мнению Хизриева, в границах современной Чечни. Война началась летом 1262 года с набега 3 золотоордынских туменов на Ширван. Мобилизовав силы, Хулагу выбил их из Дербента и, преследуя противника, вышел через Прикаспийский Дагестан на левый берег Терека, через Броды в районе современного села Брагуны. Отсюда начинались степи Дешт и Кипчака, сердце Золотой Орды, основа существования кочевых племен. 13 января 1263 года на левом берегу Терека, напротив падения Сунжи, встретились две громадные армии, насчитавшие по 300 тысяч воинов. Грандиозное зимнее сражение продемонстрировало превосходство золотоордынской армии. Хулагиды были вынуждены отступить и вернулись назад той же дорогой, через Дербентский проход. Дербент был закреплен за Золотой Ордой. Следует сказать, что в этот период один из корпусов Хулагу стоял с южной стороны Дарьяла. Следующая кампания состоялась в 1265 году, когда хан Берке вторгся в Ширван. Военные действия завершились миром только в 1267 году и обескровили значительные территории северо-восточного Кавказа. В последующем военная активность монголов по-прежнему сосредотачивалась на Дербентском и Дарьялском проходах, где содержались значительные силы золотоордынцев ввиду постоянных претензий хулагидов. 3 января 146 лет со дня ареста шейха Кунта Хаджи Кишиева. Шейх Кунт Хаджи родился в 1830 году в равнинном селении Чечни Мелчахи. Его отца звали Киши, мать Хэди. Родители его вскоре переселились в горное селение Илсхан-Юрт, где и прошло его детство. По преданию, рос он вполне смышленым ребенком, любил уединение, обучался арабскому письму, мог читать и писать. Исполнять обряд зикра он начал еще с юношества. В возрасте 18 лет Кунта совершил паломничество в Мекку и с тех пор вел религиозно-проповедническую деятельность, осуждая войну и насилие в любых формах и проявлениях. Из уст в уста последователями Кунта Хаджи передается его обращение к чеченцам. После возвращения из паломничества он сказал: «Мы из-за систематических войн катастрофически уменьшаемся. С течением времени мир, к сожалению, не становится более справедливым, менее коварным и злым. Не сокращается и количество войн. Страны и люди пытаются завладеть наиболее совершенным оружием, применение которого поставит человечество на грань полного самоистребления. Именно поэтому для наиболее разумной части человечества всегда будут интересны и необходимы такие люди, как чеченец Кунта Хаджи Кишиев». 3 января 1864 года по доносу ортодоксальных мулл и личному распоряжению князя Михаила Романова Кунта Хаджи вместе с ближайшими муридами был арестован. Из тюрьмы он сразу написал письмо последователям с просьбой не предпринимать никаких насильственных действий. На этапе Кунта Хаджи был разлучен со своими муридами, среди которых был его брат Мовсар, и один направлен в ссылку в город Устюжна. В 1898 году родился Ашаев Халид, писатель, публицист. Халид Ашаев был одинаково одаренным историком и этнографом, педагогом и просветителем, научным исследователем и публицистом, языковедом и фольклористом, прозаиком, драматургом и переводчиком. Родился Халид Ашаев 1 января 1898 года в селении Старые Атаги. Отец его Дуда был лесником, а мать Келима довольно образованной по тем временам женщиной. Она в совершенстве владела литературным арабским языком и писала на нем стихи. Родители постарались дать хорошее образование и сыну. В 1916 году Халид окончил Грозненское училище и поступил в Петербургский лесной институт, намереваясь продолжить дело отца. Но судьба распорядилась по-своему. В России грянули в начале февральская, затем октябрьская революции. Халид вернулся в Чечню и окунулся в революционные события, а затем началась насыщенная событиями делами трудовая
творческая и просветительская деятельность. Разносторонняя творческая жизнь Ашаева началась в середине 20-х годов 20 века с публицистических выступлений в газетах и журналах Чечни и Северного Кавказа и постановок его первых пьес на любительских сценах Чечни и Ингушетии. Умер Халид Ашаев в 1977 году. 1 января в 1924 году родилась Айдамирова Мариам, народная артистка Чечено-Ингушской АССР, заслуженная артистка РСФСР. Мариам Айдамирова родилась в селении Бена-Юрт Теречного района. Великая женщина, женщина без возраста. Она царствовала на сцене так долго, что легендарный нестареющий Махмуд подшучивал над ней, своей знаменитой землячкой, объездившей с ним немало стран, что сам Пушкин в свое время посвящал ей стихи и цитировал: «То как зверь она завоет, то заплачет как дитя». И как дитя она всерьез обижалась на все, что намекало на груз неотвратимо надвигающихся лет. Почтенные старцы признавались ей, что с детства были поклонниками ее таланта, но никто даже сейчас с полной уверенностью не может сказать, в каком году родилась эта самая яркая, сильная, с неповторимым голосом, с манерами и осанкой императрицы, звезда по имени Мариам. Дожив до преклонных лет, она ушла от нас в 1992 году. 2 января в 1962 году родился Вараев Адлан, чемпион мира по вольной борьбе. Выпускник факультета физического воспитания Чечено-Ингушского государственного педагогического института и военного института физической культуры. Адлан Вараев – заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, победитель чемпионата мира 1987 года, серебряный призер 14-х Олимпийских игр, многократный победитель всевозможных чемпионатов, а также участник соревнований в составе сборной команды мира. В 1996 году Адлан уже заслуженный тренер России. Он дважды награжден медалью за трудовую доблесть, а также является вице-президентом Федерации спортивной борьбы России. Он всю жизнь в борьбе, но в спортивной. Если уж кому хочется сражаться, пусть берется за олимпийское золото. Адлан Вараев считает себя счастливым человеком, потому что живет и трудится среди борцов. Людей, лозунгом которых, как говорит Адлан, стали слова Киплинга: «Мы с тобой одной крови, ты и я». 7 января в 2001 году умер Эсэмбаев Махмуд, великий танцовщик Махмуд Эсэмбаев, человек мира, легенда 20 века. Его образ человека в папахе прочно связан с талантом и творческой активностью. Искусством Махмуда Эсэмбаева восхищался весь мир. О танцовщике Эсэмбаеве великая балерина Галина Уланова сказала однажды: «Такие люди, как Махмуд Эсэмбаев, встречаются раз, даже не знаю во сколько лет. Он по существу так пластичен, так музыкален и так выразителен, что все, что он исполняет, никто другой не смог бы». В 1924 году, 15 июля, в чеченском селе Старые Атаги в семье Али-Султана и Бекату Эсэмбаевых родился мальчик, которому суждено было прославить не только свое село и семью, не только чеченский народ, но и великую страну. Рос мальчик, как и все чеченские дети, в спартанских условиях. Из предгорного чеченского селения Старые Атаги родом многие выдающиеся чеченские писатели, драматурги, музыканты, композиторы. Одаренный от природы необыкновенной выразительной пластикой тела, высоким ростом, совершенным музыкальным слухом, феноменальной памятью, Махмуд танцевал с тех пор, как помнит себя. С 7 лет он с отцом бывал на свадьбах, где плясал под одобрительный смех и восклицания старших. Чеченец, выросший в Киргизии после депортации семьи в 40-х. Он имел за плечами лишь 6 классов средней школы, но родился танцовщиком по склонности и таланту и стал артистом наперекор воле отца. Солист эстрадной сцены, имевший в 50-х, 70-х годах огромную популярность.